Кыргызстан ввел полугодовой запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота. Причина моратория во взрывном росте объема отгрузок крупного рогатого скота в соседний Узбекистан. Это стало одним из факторов существенного роста цен на мясо в стране. Это временная мера, пока цены в стране не стабилизируются. Ведомство также намерено усилить работу по улучшению качества пород домашнего скота. Запрета на экспорт мяса мы не вводили. Запрет распространяется только на вывоз живого скота. Поэтому, дорогие фермеры, экспорт продолжается. Мясной рынок не легализован, очень много находится в тени, много подворового забоя, очень много перекупщиков мяса. Пока это мясо дойдет до потребителя от производителя. Неправильно налажена налоговая система, которая стимулирует уходить в тень. Над этим надо было больше работать, чем просто запрещать экспорт. От того, что экспорт живого скота идет, это положительно влияет на цену живого скота, но никак не влияет на цену товара в магазине. Специалисты уверены, что ничего кроме уничтожения животноводства как отрасли это не принесет. К большому сожалению, наши власти привыкли вводить запрет и думать, что проблема решится таким образом. Я думаю, в этой сложившейся непростой ситуации нужен комплексный подход, потому что нужно уже принимать меры по незаконному вывозу скота, рассмотреть налоговую политику в отношении сельхозпроизводителей, предоставить кредиты с низкой процентной ставкой. Возможно, тогда не было бы таких проблем, как сейчас. Одной из основных причин роста цен послужили незаконный вывоз живого скота из пограничных Аксыйского и Наукенского районов Джалалабадской области и Кадамджайского района Баткенской области. Запрет на экспорт скота задушит работу честных экспортеров. Вместо этого госорганам необходимо бороться с контрабандистами, которые ничего не платят в бюджет, отмечают специалисты. Также популистской и непродуманной мерой назвали фермеры решение Минсельхоза запретить экспорт живого скота. Если даже и ввели запрет, это никак не повлияет, потому что несколько групп людей как вывозили контрабандным путем, так и вывозят по сей день. Өзбекстан жабылды дейт. Мына алдымда 2 КАМАЗ бука кетип атат. Аркамда 1 КАМАЗ. Биринчи этажы кой, экинчи этажы бука келе атат. Аркамда. Алдымда могулар букалар кетип баратат. 2 КАМАЗ. Өзбекстан жабылгандагы ушул. С одной стороны, введение моратория – правильный шаг, потому что большая часть населения живут за чертой бедности, и мясо стало одним из дорогих удовольствий. Но с другой стороны, фермерам, наоборот, выгодно продать дороже. По-моему, было бы хорошо, если наша продукция оставалась у нас. По правде сказать, резкий рост цен на скот негативно отражается в первую очередь на простых гражданах. Отметим, фермеры заявляют, если запрет на вывоз скота не снимут, то они уйдут из бизнеса. И предлагают Минсельхозу бороться не с ними, а с посредниками, ведь половина суммы, что платит потребитель за килограмм мяса, оседает у них в кармане. Чиновникам предстоит теперь решить, как сохранить животноводство и не допустить рост цен на мясо, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.